Здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Будем вместе». Передача о детях, которые ищут своих родителей, и о родителях, которые этих детей находят. Тема детства, которая традиционно не так популярна в средствах массовой информации, как политика, финансы, спорт, в последнее время все чаще звучит в эфире. Интерес к детям, оставшимся без попечения родителей, растет. А это означает, что у все большего количества ребят появляется шанс обрести семью. Сегодня мы познакомим вас с новым героем и надеемся, что у него скоро появятся родители. Сегодня мы познакомим вас с Женей. Ему 14 лет. Женя общительный, добрый и внимательный мальчик. Хорошо учится и любит читать. С удовольствием участвует во всех мероприятиях. Женя активный, коммуникабельный, с легкостью вступает в общение. Женя, расскажи мне о себе. Я люблю заниматься лыжами. У меня есть успехи, я стараюсь победить, но у меня остается немного. У меня в этом году, был третий взрослый разряд, и я занимал один раз 4 место. Я люблю еще играть в футбол, потом бегать, прыгать, играть с друзьями. Ну и все. О чем ты мечтаешь, Жень? Я мечтаю отучиться, поступить, может создать себе семью и стать бульдозеристом. Женя, ты сказал, что ты хочешь иметь семью. А какая у тебя будет семья? Ты Спортивная? думаешь? Спортивная? Да. Не курит, не пьет. Как ты думаешь, в мире больше хороших людей или плохих? Хороших. Хорошо. А тебе нравится, как ты живешь? Да. А что бы ты хотел в своей жизни изменить? Может быть. Я бы хотел, чтобы я попал в нормальную семью и там жил тоже так хорошо, как и здесь. Мы надеемся, что Женя обретет семью. Здравствуйте, Лена Егоровна. Некоторые приемные родители жалуются, что со стороны учителей к их приемным детям возникает иногда негативное отношение. Так бывает со стороны учащихся. Как вести себя им в этой ситуации и что делать, как реагировать? Те ненормальные условия жизни, в которых жил ребенок, разлука с родителями, она накладывает очень серьезный отпечаток, который будет исправляться достаточно продолжительное время. И в это время учитель должен запастись, во-первых, терпением, во-вторых, он должен как профессионал понимать, как он может найти подход к этому ребенку. И здесь очень много зависит от позиции родителя. Родители тоже должны несколько отойти от такой позиции жертвы, которые ходят, жалуются, опять моего ребенка не принимают в школе, дразнят и так далее. Родитель, во-первых, он показывает своим поведением наглядный пример ребенку, как разрешать такую сложную ситуацию, когда тебя недостаточно хорошо принимают по одежке. Как первый раз. Поэтому умение четко, доброжелательно, внятно доносить свою позицию, добиваться отношения от администрации, от учителя. Я считаю, это очень хороший такой будет опыт. Опыт как для родителя, так и для ребенка. Осветить эту тему мы также попросили уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия Анну Афанасьевну Соловьеву. Приемным родителям, которые имеют нескольких детей, которые пришли в школу и чувствуют негативное отношение к их приемным детям со стороны учителей, это преступление. Значит, они должны написать заявление в администрацию школы, чтобы восстановить права своих детей относительно профессионала, учителя, который должен быть
хорошо настроен к приемным детям, понимать их положение. И мало этого, он должен настроить общество, сообщество детей положительно к этим детям. Поэтому я считаю, что приемный родитель твердо должен уяснить права их детей, права его детей не должны быть нарушены никоим образом. В первую очередь со стороны администрации и учителей, и со стороны детского сообщества. Но в первую очередь это прерогатива администрации школы, которая должна принять этих детей и, главное, настроить свой педколлектив на положительное отношение к этим детям. В один из наших визитов в дом ребенка мы познакомились с полугодовалым Артемом. Малышу нужна была семья. Огромной радостью для нас стало известие, что Артем обрел родителей. Станислав Стальевич и Людмила Семеновна стали для него папой и мамой, и свои первые шаги годовалый Артем делает дома. Людмила Семеновна, к вам такой вопрос. Вот у вас же есть уже родные дети, да? 5 родных детей, которых вы уже вырастили, выпустили в жизнь. А как вот вообще у вас появилась такая идея? Почему вы решили взять еще детей и воспитать в своей семье как приемных? В 2015 году мы смотрели вашу передачу и вдруг увидели своих родных племяшек. И вот они были в Махсоголовке целый год. И вот муж решил взять их. Но я сперва не хотела, думала, она одумается, мама и заберет. Но мы быстро оформили документы и приехала, я забрала этих Ефимовых из Махсоголовка. В 2015 году у нас создалась эта приемная семья. Ага, потом мы, как бы сказать, вышли на маму, ее уже, как бы сказать, она взяла их обратно, уже осознала свою вину, как бы перед детьми. Мы передали их. И забрали, взамен нам дали Харитоновых 3, Марину, Арсена и Арсана. Арсанчику было всего лишь год и 4 месяца. Мы их забрали, поехали в Икси. И вот с этого момента уже началась наша семья. Нам предлагают детей, и мы забираем их. И вот в данный момент у нас 8 приемных детей. Старший у нас Боря, студент Намского училища. Потом идет у нас Юля, в 2016 году забрали с детского дома Берегиня. Потом забрали мы Кешу Дьяконова с Тикси, тоже сирота был. Он сейчас у нас выпустился, в ЦВФУ учится, студент ЦВФУ. Определили так. Потом мы забрали братьев Цепандиных из Устьянского района. Они были в реабилитационном центре в Мархе. Вышла бабушка на меня. Даже люди выходят на меня, на нас. Ихняя бабушка и попросила, чтобы забрала их детей. Я, конечно, не отказала. Пошла в реабилитационный центр, увидела детей и забрала мальчишек. Потом нам предложили Николину из Верхоянского. Мы их забрали. Потом предложили нам Людмилу с Кюсюра, с Булунского, с нашего. Мы ее забрали. Вот у нас 8 человек. Одна из приемных дочерей Гороховых – 17-летняя Юля. С ней мы познакомились несколько лет назад. Юля была героиней нашей передачи и тоже нуждалась в семье. И вот уже 2 года Юля окружена домашним теплом, любовью и заботой. Меня зовут Юлия, мне 17 лет. Жила в детском доме, меня удочерила семья Гороховых. Моя мечта уже сбылась, чтобы попасть в семью. И учусь, поступать я буду летом на психолога, потому что мне нравится слушать проблемы людей, общаться с ними. В свободное время я люблю читать книги, за ребенком, за детьми слежу. Ребенка в школу отвожу, родителям помогаю готовить, убираться. Желаю детям из детского дома, чтобы у них в семье было все хорошо, чтобы жизнь у них в дальнейшем была тоже очень хорошей.
Дети мои очень хорошие, послушные, как бы сказать. С очень трудной судьбой, конечно, некоторые. Но все равно дети есть дети. Нормально все у нас хорошо. Ладим, дружно живем. Все. У кого-нибудь проблемы все решаем. Как бы, это как бы человек в тонусе, в бодром состоянии. Поэтому, наверное, мы не стареем, Да. не болеем. Вот так я думаю. Потому что и приглашаю как бы людей тоже стать приемными родителями, помогать вот сиротам, да, их кровным родителям тоже надо. Человек должен помогать друг другу. Я очень благодарна, что меня взяли, семья Горохова. Вот, меня вот поддерживают, понимают. Моя мечта стать стюардессой. А ты уже определилась, кем ты хочешь стать? Да, Да, ветеринар. А почему? Ну, я люблю животных, у меня уже опыт есть. У каждого человека есть свое призвание. Кто-то чувствует в себе большой потенциал любви. Этой любовью и теплотой человек стремится поделиться с ребенком. Наши сегодняшние герои из разряда таких людей. В нашем обществе отношение к приемным родителям стало более позитивным. Их стараются поддерживать и помогать. Международный детский фонд «Дети Сахаазия» вручил приемной семье Гороховых свои подарки. Семья – это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Как трудно порой нам разобраться в мотивах наших поступков. Не просто понять тех, кто не похож на тебя. Но сейчас в нашем обществе уже отчетливо прослеживается тенденция увеличения числа приемных семей. Тех удивительных людей, которые решились шагнуть навстречу ребенку-сироте, становится все больше. Их успехи в воспитании приемных детей вдохновляют окружающих людей. А значит, у нас есть надежда, что в будущем все дети, волей судьбы попавшие в детские дома, будут обретать семьи. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.